Кендала ТВ. Ассаламу алейкум, курметті достар, вы на YouTube канале Кендала ТВ, и сегодняшний наш выпуск будет посвящен Его Величеству боксу, женскому боксу. Вы все прекрасно знаете, что женский бокс Казахстана в последние годы стремительно развивается. Наши девчата великолепно выступают на самых важных и ответственных стартах, достойно защищают честь нашего государства. И в преддверии праздника 8 марта мы пригласили в студию прекрасного боксера, девушка-боксер, который достойно защищает честь страны на континентальных мировых соревнованиях. Виктория Графеева, уроженка города Алматы. Приветствую вас, Виктория. Спасибо, что приняли наше приглашение посетить студию. И сегодня Кендала ТВ приветствует вас. Ал-Салимисизбе Айналайм Казахиле. Очень рада присутствовать сегодня на вашем интервью и рада буду обсудить все вопросы, поделиться интересным и рассказать о жизни в спорте. Рахмет, Виктория. И хотелось бы начать с места в карьере, как говорится. Буквально недавно вы вместе с командой вернулись из Болгарии, из столицы этого государства, города София, где проходил традиционный турнир Странжа. И вы, к сожалению, не сумели завоевать медаль, уступили в четвертьфинальном бою. Вот давайте вернемся в Болгарию, вспомним, как проходил четвертьфинальный бой, тем более соперница была из Бразилии, хорошо вам знакомая. Да, чемпионка мира. Да, касаемо этого боя, что могу сказать? Готовились мы очень плотно к данному турниру, и выступать на нем это был какой-то престиж. Спустя полгода, простое, скажу так, потому что полгода после завершения выступления на чемпионате мира, это мой первый выход, и лично я своим боем довольна, потому что для меня очень важно было мнение тренерского состава и лично мнение моего личного тренера, да. Сам бой прошел, я считаю, что хорошо, ведь мои тренера дали положительную оценку данному бою, но арбитры, судьи решили в сторону моей соперницы. Тогда этот бой провела я с ней очень плотно, и получается бой шел в ее сторону в 3-2, то есть очень близкий бой. На что могу сказать, что нужно только дальше работать, и соперник проходимый, сама она чемпионка мира, но нынешняя, да, так сказать, которой я, к сожалению, дала путь. Так-то это должна была быть я. Ну ничего, мое от меня не уйдет, свое мы вернем. Просто сейчас такое время, такой путь. Я считаю, что мы только набираем обороты спустя полгода. И в дальнейшем, конечно, мы уже будем набирать обороты и возвращать все свои места. Поэтому чемпион не тот, кто никогда не проигрывает. Чемпион тот, кто проиграл и вернулся в ринг и смог доказать, что он чемпион. Поэтому, думаю, оценку касаемо и анализ боя мне уже дадут непосредственно тренера. И мы сделаем работу над ошибками и в дальнейшем уже не будем уступать чемпионам мира, хоть и не чемпионы мира. Уважаемые друзья, напомню, что гостем нашей студии является чемпионка Азии, многократная победительница чемпионата Казахстана, финалистка и бронзовый призер мировых первенств Виктория Графеева. Виктория, но сегодня, являясь уже лидером сборной Казахстана, одним из лидеров мирового женского бокса в весовой категории до 60 килограмм, вы наверняка психологически по-разному подходите, да, к промежуточным стартам, к официальным стартам. Расскажите, какой настрой у вас? Турнир Странжа и чемпионат мира, по своим ощущениям, с психологической точки зрения по-разному подходите к стартам? Ну, очень интересный вопрос касаемо психологической подготовки. Думаю, будет даже интересно послушать начинающим спортсменам, потому что они как раз берут примеры с нас. В Болгарии турнир и чемпионат мира, если в сравнении их брать, для меня это был один и тот же турнир, потому что
все участники чемпионата мира в Ливерпуле, они участвовали на Странже в этом году, потому что это первый открытый турнир, и, соответственно, все, чтобы набирать бои, приезжали на него. В моей сетке получилось так, что в моей сетке были все соперники с Ливерпуля, то есть там была и бразильянка, там по моей сетке шла узбечка, у меня была англичанка, у меня была турчанка, то есть все девочки, которые участвовали в Ливерпуле, то есть и занимают первые места в мировом рейтинге, они были с моей стороны. И то есть это была, как знаете, группа смерти. Моя сетка это была группа смерти, и в принципе я понимала, то, что бои будут тяжелые, начиная с турчанки, вот и провела, я стартовала с 1/8, и уже понимала, то, что да, бои легкие не будут, и, к сожалению, на 1/4, когда я встретилась с Ребеккой, бой ушел в другую сторону. Настрой при этом был идентичный, как и на чемпионате мира. То есть мы выходим, и на любой турнир, вне зависимости от его категорийности, на него ты настраиваешься серьезно. Ты приходишь, для тебя нет разницы, просто это турнир, да, без каких-то официальных, там, каких-то, да, даже не могу привести пример, церемоний, да, или это действительно чемпионат мира, который освещен на всю планету. То есть ты приходишь, у тебя есть тренер, вы с ним обговариваете тактику, и ты начинаешь готовиться. Лично я всегда настраиваюсь до боя, я представляю, как я буду боксировать, я заранее просматриваю бои, то есть я готовлюсь на соперников, вместе с тренером мы подбираем тактику, и уже непосредственно ты перед боем, я надеваю наушники, думаю о бое, готовлюсь, провожу какие-то свои обряды, где-то мозоли перематываю, где-то там носки свои надеваю, и непосредственно уже разогреваемся и выходим на ринг. Мне кажется, каждый человек должен находить с собой симфонию, чтобы понимать, что какое действие может приводить его к спокойствию, потому что выступление на мировой арене — это очень тонкое и тяжелое дело, которое каждый человек должен понять. Если вы спортсмен, тем более боксер, ты должен сам понять, что тебя успокоит, чтобы ты свой страх смог превратить в топливо, которое сможет тебе дать силу на ринге. Если же это не сделать, то просто этот страх заранее тебя погубит. Это уже работа как и самого спортсмена, потому что есть достаточно источников, книг интересных, которые могут как-то подготовить, рассказать, что можно делать для того, чтобы готовиться на ринг. Ну или как минимум спросить совета у старших тренеров. И вот насчет всего этого уже как-то разбираться, готовиться. А как такое, знаете, разницы между турниром нет. То есть ты выходишь, ты знаешь соперника, ты выходишь боксировать. Все. Какой турнир? Я думаю, конечно, если это Олимпиада, то там будет сердце немного играть, а в целом любой турнир — это всегда большая ответственность, потому что ты выходишь, ты защищаешь честь своей страны, ты защищаешь себя, и мне кажется, это большая ответственность, с которой нужно уметь справляться. Так, наверное, в том-то и дело, что и к Олимпиаде нужно относиться так же, вот, как к обычному турниру, потому что вот именно почему перегорают на Олимпийских играх, потому что вот этот антураж, вот это вот волнение, оно... Это верно, да, это верно, потому что девочки, которые выезжали на Олимпиаду, я с ними разговаривала и спрашивала, каково побывать на Олимпиаде, потому что мечта любого спортсмена — это не просто побывать, конечно, на Олимпиаде, а завоевать призовые места. Но когда ты выходишь на ринг, просто вот это ощущение, потому что там совершенно другая аура, там другая энергетика. И девочки сказали, что многие проиграли просто потому, что считали, что Олимпиада — это не просто соревнование. До боя спортсмен просто перегорал, потому что вот это понятие «перегореть» — это сильная эмоциональная перегрузка. То есть человек уже просто не справляется со страхом, страх его губит, и человек просто уже не может давать отчет своим действиям и, допустим, проигрывает. КПД уже не тот, да? Да, то есть уже, представляете, на психологическом уровне человек подсознательно проигрывает и, естественно, на ринге ничего уже показать не может. И все из-за того, что
вот эта ответственность давит большая, что это Олимпиада. И мне просто сказали, чемпионы это люди, это те люди, которые поняли, что Олимпиада это простое соревнование. Простое соревнование, поэтому они выиграли. А те, кто прям превозносил Олимпиада, в концовке проиграли, потому что не были психологически готовы к выступлению. Вот даже если взять, вот Михаил у нас недавно же стал олимпийским чемпионом. И вот мне тоже там, я смотрела, там говорили, он просто понял, что Олимпиада это соревнование и выиграл. Вот так бывает. Вот, победа Михаила Шайдурова консолидировала наше общество, невероятную радость принесла, да? Это Да. такой. И мы видели, что вы в своих социальных сетях поддерживали, Да. и даже помог вам сгенерировать картинку, где вы стоите на высшей ступени пьедестала почета. И вот эта вот ваша поддержка и Михаилу, и всей нашей команде. Вот, расскажите, насколько вот вы увлечены зимними видами спорта, насколько вы вот до Олимпиады в Милане зимней следили за белыми олимпиадами? Вот, честно скажу, его победа очень сильно сказалась, потому что это такая радость для страны. Олимпийский спустя столько лет, олимпийский чемпион по фигурному катанию. Да и вообще, знаете, видеть, как поднимается флаг нашей страны на таком крупном турнире, я буду говорить, да, Олимпиада это все-таки большое соревнование. Это просто, да, нереально, несмотря на то, что мы относимся к летним видам спорта, да, я смотрела на зимнюю Олимпиаду и прям с восхищением сердца наблюдала, потому что, мне кажется, любой вид спорта из зимней программы это нечто. Если бы не была боксером, я бы, наверное, была фигуристкой. Была бы соперницей Михаилу. Мне очень нравится, очень красивый вид спорта, как искусство, да, это в какой-то степени. И до того, как я начала заниматься спортом, я всегда смотрела фигурное катание, мне было интересно наблюдать. Никогда не разбиралась, но было очень красиво. Поэтому победа Михаила вдохновила, воодушевила и еще раз дала понять, что можно выиграть. То, что это не что-то из категории нереального, а то, что человек старался, человек достиг. То есть все старания в конце концов приводят к результату. И для нас, для спортсменов, я также написала, что это большой задел на будущую Олимпиаду в Лос-Анджелесе, где мы должны повторить и приумножить победу Михаила. Вот, в спорте всегда есть кумиры, да, и вот наша казахстанская молодежь, допустим, все без ума от Роналду, от Месси, там, от представителей других видов спорта, будь то ММА, бокс, борьба, там, дзюдо, неважно. Но когда звезды первой мировой величины это являются твоими соотечественниками, да, это когда вот Михаил Шайдуров, уроженец Алматы, вырос в нашем городе, занимался, ходил по тем же улицам, что и мы, и достиг вот такой вот вершины. Это наверняка вот именно вот для спортсменов придает дополнительные силы. Силы. Это действительно так. Это даже невозможно описать, когда поднимают флаг, звучит гимн, и видно настоящие эмоции, потому что, представляете, человек столько лет дает себя спорту, он не гуляет на улице, да, как вся молодежь, молодой мальчик, он постоянно на тренировках, постоянно на сборах, и да, нельзя на это жаловаться, потому что это наш путь, мы сами это выбираем, и просто ты понимаешь, сколько вот в эту медаль вложено. Я видела, как он плакал, когда его слезы проливались, просто с этим совсем чувством, и я прям прониклась вот этим эмоцией, как сказать правильно, я прониклась победой Михаила, и вместе с ним прочувствовала весь его путь, и, держа в руках просто медаль. Для кого-то это просто медали, железо на ленточке, да? А для нас, для спортсменов, это вся жизнь, которая вложена в нее, и это трудно описать, это тяжело описать словами, какие чувства наполняют спортсмена, когда он достигает такого результата. Это очень Виктория, невероятно. вы представительница олимпийского вида спорта, и всем известно, что вы в позднем довольно возрасте, да,
пришли в бокс. И наверняка вот когда первые занятия проходили, тогда ну, мечтать о олимпийском пьедестале было бы, наверное, не совсем правильно. Хотя, возможно, вы и мечтали. Вот расскажите именно первые свои занятия боксом. Насколько тогда посещали вообще мысли, что вы станете первым номером сборной Казахстана, боксерской державы, что вы будете выступать на чемпионатах мира, завоевывать медали, что вы будете первым номером, что вас будет знать не только вся страна, теперь уже весь мир? Вообще, тоже что-то из категории нереального на тот момент для меня было бы, потому что, начиная свой путь, хотя сколько раз я это говорила, все равно мне постоянно умудряются спрашивать, во сколько я пришла на бокс, поэтому еще раз расскажу. В 17 лет я решила заниматься боксом, и то не я решила, а моя мама за меня решила, что я должна быть боксером. И... Спасибо, мамули. Мама, большое спасибо. Мама моя решила, как и за меня, так и за мою сестру. И что внесла, получается, большой вклад в развитие казахстанского спорта. Но мамуля, наверное, тоже не мечтала. Она хотела, чтобы ее дочурки защищали себя. Умели защищаться, да, вот вы правы, Ирзат. Просто мама хотела, чтобы я смогла обороняться. И когда мой папа впервые увидел, как я прихожу домой с синяками, а я уже настойчиво решила, что я буду заниматься боксом, а так как сама нежная девочка, приходила домой с синяками, и мне говорили: Вик, да бросай ты это, говорит, куда тебе? А я на тот момент уже добилась звания кандидата в мастера спорта. И как бы я говорю: мам, пап, все, у меня уже нет пути назад, я хочу стать мастером. Говорю, мастера сделаю и брошу. Вот так с тех пор я и занимаюсь боксом. Если бы мне сказали, да, вот эти 8 лет назад, что я стану финалисткой чемпионата мира, призером чемпионата мира, буду завоевывать призовые места на всех первенствах мировых, не знаю, я бы, наверное, посмеялась и сказала: вы если надо мной шутите, то так не шутите, потому что никогда не думала, как жизнь может обернуться просто от того, что человек вкладывается, видит цель, смысл своей деятельности и как это все может обернуться. Просто для меня бокс в один момент стал не просто хобби, это стало уже смыслом жизни, образом жизни. И когда это выходит на уровень цели какой-то, мечты, это уже становится очень результативным путем. Ты выходишь, ты уже видишь результаты, ты постоянно хочешь чего-то добиваться. Это, мне кажется, тоже уже заложено на характере, может быть, какие-то черты внутренние, когда человек хочет чего-то добиваться. И хотелось бы пожелать каждому найти себя в этой жизни. Может быть, я действительно нашла наконец-таки свой путь в спорте, нашла избранный вид спорта для себя. И сейчас могу радовать свою страну достижениями. И я рада, что я занимаюсь боксом. Для меня это не, знаете, не идет в нагрузку. Я не устаю от того, что вот мне постоянно нужно тренироваться. Я люблю это дело. И я рада, что я могу выходить, выступать, показывать результаты. Значит, моя мама не ошиблась. Еще раз благодарствуем, что вот стране и миру открыли такого великолепного боксера. Да, мам, с 8 марта. Виктория, не хотелось бы о грустном, тем более в преддверии такого прекрасного праздника, весны, женского праздника, 8 марта. Но тем не менее это спорт, и победа и поражение всегда рядом. Вот, широкая общественность о вас узнала в 2021 году в преддверии Олимпийских игр в Токио, когда помимо вот основного кандидата на тот момент в вашей весовой категории, которая выступала на всех квалификационных лицензионных соревнованиях, Римма Волосенко, что в стране есть еще квалифицированный боксер в этой категории Виктория Аграфеева. Но по субъективным, независящим от вас причинам выступить на лицензионных стартах, квалифицироваться в Токио вам не позволили. Вот насколько тогда, поделитесь, как сделать так, чтобы не опускать руки, чтобы продолжать, несмотря на несправедливые решения, а в спорте
не только в боксе, да, а во многих видах спорта порой, да и не только в спорте, и жизнь-то бывает несправедлива. Насколько вот вам было сложно собраться и вступить в новый олимпийский цикл с новыми силами и доказывать всем уже на ринге свою дееспособность, состоятельность? Ух, честно сказать, вспоминая то время, конечно, нахлынывают грустные какие-то воспоминания, но я могу сказать, что на тот момент, судя по всему, нужно было все-таки дать возможность, да, до конца провести свою работу, да, прошлой спортсменки. То есть если на тот момент тренерский штаб решал, что нужно все-таки дать шанс ей, против этого нельзя было идти, значит, все-таки видели перспективу там. И оставалось только работать дальше. Конечно, это сильно ударило по какой-то, своим спортсменскому эго, потому что человек всегда хочет добиваться чего-то, несмотря на какие-либо, да, условия, которые обстоятельства от нас не зависящие. И для меня оставалось только собраться и уже, как мой тренер мне сказал, просто выступать, доказывать, что ты стоишь того, чтобы на тебя обратили внимание, чтобы ты могла защищать честь своей страны. Ты должна тренироваться, ты должна выступать, и рано или поздно это все равно заметят, потому что, как мой тренер говорит, золотая ложка не лежит на дне сундука, она рано или поздно все равно находится. И для меня психологически было, конечно, тяжеловато пережить. Тем не менее, я собралась, тренер мне помог встать на этот путь, собраться с силами и показывать себя на ринге. Ведь мы, боксеры, что мы можем еще? Мы можем доказывать только свое дело на ринге, правильно? Выходить, доказывать на ринге, боксировать. Все, что не делается, все делается к лучшему. Как мы видим, да, прошлый год, несмотря на неучастие в Олимпиаде, я смогла раскрыться как спортсмен, и я думаю, что, может быть, мне дали просто время, чтобы я смогла понять, насколько я могу быть сильной. И я рада тому, что прошло, все забывается, появляется сила для новых рывков, новых движений. И несмотря на все, мы идем дальше, мы идем вперед, стараемся выступать. И как бы то ни было, я хотя это говорила, еще раз повторю, чемпион все-таки не тот человек, который никогда нигде не проигрывает, ни один турнир, всегда у него вот статистика золотая. Чемпион — это все-таки тот человек, который умеет проиграть, встать, вернуться и стать еще сильнее. Потому что такие люди, они очень опасны. Человек, который когда-то все терял или когда-то все потерял, он возвращается еще злее, еще агрессивнее, еще опаснее. Таких спортсменов... Опытнее, самое главное. Да, и главное, опытнее. Такие люди психологически очень устойчивые, и они очень опасные на ринге. Поэтому, надеюсь, когда-то я буду такой акулой. Я уже к этому, как говорится, стремлюсь. Потому что были, да, в моей карьере такие моменты, и я думаю, в дальнейшем все это только благополучно повлияет на мою карьеру в дальнейшем. Виктория, вот давайте поговорим о взаимоотношениях с вашим тренером. Все-таки вот ваш тандем — это такой симбиоз порядочности, да? Симбиоз наставника и подопечной, вот, в прямом смысле вот этих вот громких слов, да, наставник. Нурлан Мухаммедкалиев, заслуженный тренер страны, очень много лет трудится с молодежью. И вот вас он довел, получается, вот со стойки до пьедестала почета крупных соревнований. И вы продолжаете заниматься под руководством Нурлана Агая. Наверняка были как бы предложения, да, что душой кривить. Мы же видим спортивный мир. Сегодня с одним тренером, завтра с другим. Но вы продолжаете трудиться под руководством своего одного специалиста. Тренер, да. Потому что Нурлан Зейнуллович уже для меня что-то большее, чем просто наставник. Это как мой второй отец, так как мы с ним мою большую спортивную жизнь проводим вместе, постоянно выезжаем, очень близко общаемся. Мои родители очень хорошо знают Нурлана Агая. Также никогда не могла
подумать, то, что смогу найти второго отца себе, да, в этом виде спорта. Потому что Нурлан Агай тоже приложил приложил большие усилия и руку к тому, чтобы я стала чемпионом. Потому что иногда, даже когда я сама в себя не верила, он верил в меня больше, чем я. Мои родители и Нурлан Агай, они, конечно, очень сильно повлияли на мое отношение к боксу. Ведь девочки мы все такие слабые, знаете, инфантильные. И если нас не подбадривать, не поддерживать, конечно, руки бы опускались. А тут, когда с тобой такая большая поддержка, конечно, желание куда-то уйти, перейти, оно сразу отпадает. Ибо если я до такого уровня считаю, что дошла со своим тренером, я считаю то, что и я смогу до еще больших вершин вместе с ним дойти. Это как Каз Дамата и наш Тайсон. То есть люди вместе шли долгое время и добились больших успехов. И я тоже считаю то, что если есть тандем, понимание между тренером и учеником, когда они могут обсудить, понять друг друга, тогда они будут вместе расти. Просто когда прекращается рост у одного из них, тогда начинаются склаки, начинается вот я уйду к тому, и в оконцовке они расходятся, тренер и ученик. Потому что ни один не хочет слышать, ни другой не хочет слышать. А когда есть тандем, поддержка, и когда в тебе видят больше чемпиона, чем ты сам видишь в себе, я думаю, такой тандем очень долго служит. И дай бог, мы порадуем друг друга олимпийской медалью в Лос-Анджелесе. Виктория, наш разговор начался с турнира Странжа, и на этих соревнованиях была особая подоплека, потому что в весовой категории до 60 килограмм, помимо вас, лидера команды, туда отправилась и чемпионка страны последнего этого, Рима Волосенко, как раз та самая наша девушка-боксер, которая защищала честь Казахстана на 3 лицензионных соревнованиях к Олимпиаде в Токио. К сожалению, отобраться она туда не сумела, но тем не менее надежды не теряет, и сегодня, видать, желает Рима со своими наставниками быть в сборной, наверняка ставит перед собой большие задачи. Насколько вам вот эта вот конкурентная среда, насколько это вас подстегивает, насколько вы готовы вот именно к конкуренции в самом вот прямом смысле этого слова, не только с Волосенко, но и с другими, и особенно вот про противостояние с Римой. Могли бы рассказать? Рима сама очень серьезная спортсменка, уже довольно-таки опытная. Когда я пришла в сборную, конечно, я уже смотрела на них. Для меня в то время Карина Ибрагимова, Рима Волосенко были, конечно, такими очень достижимыми соперниками, ибо я только пришла в сборную, и просто боксировать с ними для меня было бы очень претензионно. Я не думала в тот момент, когда я пришла, конечно, я выступала в сборную, я попала в весе до 57 килограмм, и, конечно, для меня целью была именно Карина Ибрагимова, я очень хотела с ней боксировать. Но когда уже решалась поездка на Олимпиаду, я решила, что мне уже нужно поднимать вес, потому что в то время я уже поняла, что физически набираю, и категория до 57 килограмм для меня стала тесноватой. И я решила все-таки попробоваться, попытаться занять хоть какое-то место в этой весовой категории. Ну, амбиции не давали покоя, хотела становиться, конечно, чемпионом. И мы начали противостояние с Римой. Для меня тоже психологически тяжелый момент, потому что человек достаточно сильный, опытный. И, конечно, такая конкуренция, она создала большой толчок для роста. Потому что если есть конкуренция, есть рост. От того, что люди, допустим, долгое время не имеют конкуренции, она не подталкивает к росту, потому что ты видишь, ты расслабляешься, что ты самый сильный. И, конечно, конкуренция с Римой дала мне толчок, я хотела бы становиться лучше, сильнее. И, конечно, еще юное поколение подрастало, уже после меня, считайте, хотя я уж тоже была на тот момент юная. И вся вот эта система, конкуренция, она не давала покоя. И когда я наконец-таки смогла одолеть, как говорится, самого сильного соперника в своей весовой категории,
Для меня это был большой успех, это новый уровень для меня в тот момент был, который я преодолела. Но сейчас, конечно, мы составляем друг другу конкуренцию в сборной, так как оба являемся лидерами своей весовой категории. И в дальнейшем я считаю, что мы будем друг другу в какой-то степени помогать в плане конкуренции, развиваться и выступать на турнирах. На этом турнире мы, к сожалению, обе остались без медали, обе на ступени 1/4 мы уступили своим соперникам. Но я думаю, это вот дело случая, так получается. Да, это спорт, жизнь, на это обижаться не стоит, только сделать выводы и идти дальше. А в дальнейшем, что Риму, что меня ждут мировые турниры, на которых мы должны будем доказывать свое лидерство, свое первенство. И уже в дальнейшем, я думаю, тренерский состав сам будет решать, кто из нас претендионней выступать на мировых мероприятиях. Примечательный тот факт, что в данной весовой категории выступает и ваша родная сестренка Евгения. Евгения, да. Моя Евгения попала в этом году в сборную в моей весовой категории, 3-м номером стала. Сейчас тоже девочка очень юная, как боксер неопытная, она только набирает обороты. Я думаю, если в дальнейшем она будет с такой же страстью, как я, да, выступать и любить этот вид спорта, мне кажется, она и мне тоже составит неплохую конкуренцию, нам с Римой, и мы будем еще уже с ней боксировать. Ну, дай бог, чтобы действительно все было хорошо, чтобы ее также ожидал успех в дальнейшем. У меня так-то еще подрастает еще 2 младшие сестры, которых тоже можно подвести к боксу, и тогда весовая категория до 60 килограмм уже будет чисто Графеевой. Ведь весовую категорию Графеевых, которую мы будем так держать в обороне и никому не отдавать. Ну, касаемо Жени, что могу сказать, там уже в дальнейшем будем смотреть по весовым категориям, как кому где будет удобнее. И до этого, я думаю, еще времени хватает. Сейчас она, как юная спортсменка, должна набираться опыта. А мне нужно защищать честь страны на мировых аренах. Я думаю, сейчас у нас немного разные задачи в этом плане, которые мы будем осуществлять постепенно. Вот с включением женского бокса в программу Олимпийских игр, это произошло в Лондоне в 2012 году, тогда вот на дебютных стартах Марина Вольнова завоевала бронзовую награду для страны. На следующих играх уже Дарига Шакимова. В Токио страна осталась без медали. Надежда Рябец представляла страну, но, к сожалению, не сумела взобраться на пьедестал почета. И вот на последних Олимпийских играх бронзу выиграла Назым Хузайбай. Вот, есть еще куда стремиться нашим девчатам, не только вам, но и представительницам всей нашей команды. То есть цель завоевать медаль более высокого достоинства. Конечно, конечно, потому что золотой олимпийской медали по женскому боксу нет. И, конечно, хотелось бы быть дебютантом данного мероприятия, стать первой олимпийской чемпионкой женского бокса Казахстана всего. Это достижимая мечта, которую можно осуществить, к которой мы стремимся, и порадовать всех болельщиков, всех любителей спорта, да, бокса, наконец-таки золотой медалью. Для меня старания девочек, все вот эти призовые места, это тоже очень большой результат. Назым Хузайбай очень хороший спортсмен, и я рада, что она за свои годы тренировок, она поехала на Олимпиаду, добилась медали. Я думаю, это не последняя медаль. Думаю, в дальнейшем она будет также дальше продолжать радовать свою страну. Ну и мы, как молодое поколение, хотим показывать, что казахстанский бокс – это лидирующий вид спорта на мировой арене. И, конечно, забрать все олимпийские медали в Лос-Анджелесе в 2028 году во всех категориях. Но чтобы это произошло, чтобы воплотить ваши цели в реальность, вам нужно забирать такие вот равные бои. Да, надо забирать равные бои, которые мы больше давать не будем. Ну, есть какие-то очертания, есть видение уже, как вот на будущих стартах выиграть вот в таких поединках? Да, есть видение.
есть свои секреты. Конечно, это единственный секрет во всем этом деле, это только тренироваться, грубо говоря, пахать. Правильная тактика, подготовка, анализ и выступление. Все, что в ринге происходит, все зависит от нас в большей степени, потому что боксирую я. Судя по всему, может быть, где-то на данном турнире, может быть, где-то не доработала, коли бой шел все-таки в другую сторону. Винить кого-то, да, определенного не считаю нужным, надо только принять факт, то, что уже случилось, и в дальнейшем проводить анализ и работать над этим. Ну и, конечно, стараться не устраивать эмоциональные качели для тренеров, чтобы они больше не переживали, да, чтобы точно быть уверенным, да, вот вышла Вика, для оппонентки этот бой закончен, и она на этот раз пойдет домой. То есть такого надо добиваться, и мы уже будем сейчас набирать обороты. Я считаю, даст Бог, до азиатских игр мы хорошо подведемся, подготовимся. Вы в себе чувствуете потенциал, что имеете возможность доминировать? Конечно, конечно. Любой спортсмен, мне кажется, сейчас кого не спроси, скажет, да, вот я, там, грудь будет биться, я самый сильный. Но, тем не менее, так как я сама еще юный спортсмен, в боксе в женской сборной всего 3 года, и я считаю, что у меня есть большой потенциал к выступлениям. Сама очень мобильная, пластичная, очень подхожу под любую корректировку и вижу, что это не мой предел, не мой потолок, который... Да и любой, знаете, любой человек, который говорит, вот у меня свой потолок, я не могу перескочить, это все вранье. Человеческий организм уникальный и невероятный. Мы можем достигать таких высот за счет своего организма, и просто тут нужен правильный подход. Поэтому я считаю, что доминировать, выигрывать, быть лидером на мировой арене – это вполне воплотимо. Аминь. Дай Бог, мы очень будем держать кулаки и болеть за вас на всех стартах Виктории. Вот мы патриоты. Я знаю, что вы большой патриот. Да. Как бы мы все патриоты, да, своей страны. И кроме того, мы патриоты своего города. Давайте поговорим вот в контексте Алматы. Боксерские традиции в нашем городе очень богатые. В советское время первый чемпион мира Валерий Рычков, уроженец нашего города, Виктор Демьяненко, финалист Олимпийских игр. Вот, после развала Советского Союза как бы бокс оставался и наоборот обрел такую новый статус. Казахстан уже стал боксерской державой. Впервые за многолетнюю историю развития бокса именно вот в период независимости казахстанец Василий Жиров выиграл золотую награду Олимпийских игр. Хотя вот в советский период это была мечта миллионов казахстанцев, да? Увидеть соотечественника на высшей ступени пьедестала почета. Вот в последние годы, да, многие спортсмены представляли Алматинский регион, наш город. Тот же Бахыт Сарсикбаев, когда приехал из Узбекистана, он выступал за Алматы, и Олимпийские игры в Пекине выиграл, будучи прописанным в нашем городе. Затем, сегодня вот в женской команде очень много представительниц, которые выступают за Алматы. А вы являетесь именно уроженкой Да, непосредственно. нашего мегаполиса. Да, и вот сегодня, как вы оцениваете в целом развитие бокса в нашем городе? Насколько вот вы считаете, что на хорошем ли счету бокс в Алматы? Ну, я считаю, что в нашем городе это бокс, это уже тоже какой-то must-have. Тут кого, как говорится, не плюнь, все боксеры. Очень хорошо развит этот вид спорта у нас в городе. Я сама замечаю очень много спортивных школ, клубов, кружков по боксу. И я очень рада, что наш вид спорта, он такой популяризированный у нас в городе. И даже могу сказать, что большинство лидеров сборной – это именно алматинки, девочки с Алматы. Сама я, да, являюсь прям коренной алматинкой, родилась и выросла в Алмате. И мне очень приятно, что наш город, он ведущий среди всех городов и областей в сборной. Девчонок взять. Алло, Балкибекова, Назым Казайбай. Я Талипова Ильдана. Мы 4 алматинки, и мы вот 4 с одного города представляли
Казахстан на чемпионате мира. Это очень сильно большой результат. Алматы единственный город в мире, который дал 4 полуфиналистов чемпионата Да, мира. представляете, мы все 4 призера, 2 чемпиона, 2 финалиста. На прошлом турнире тоже у нас одна чемпионка была, серебряный призер, 2 финалиста. То есть мы всегда показывали результаты. Это очень сильно, что наш город является лидером получается, по поставке чемпионов в сборную. Очень много девочек занимается. Также, помимо того, что вот у нас есть лидирующие, да, девчата, пол сборной — это именно алматинские девочки, потому что очень сильная школа, очень сильные представительницы. И развитие самого бокса, оно, видимо, у нас обширное. То есть девочки приезжают из других областей, из других городов, чтобы заниматься боксом у нас. И это очень радует, что мы можем предоставлять такую силу, такой вид спорта для развития и внесения в массы общества и привлечения, соответственно, молодежи. Это очень приятно, что я вижу, что дети не просто гуляют где-то, да, до полуночи, то, что занимаются спортом, занимаются самодисциплиной и развитием, это очень приятно. Я рада, что наш город является таким, знаете, токарем, который создает новых чемпионов, спортсменов. Даже взять мою сестру, тоже коренная алматинка, тоже в сборной. И я очень рада, что мы лидируем сейчас в этих позициях и привлекаем новых людей. Виктория, а вот сегодня молодым спортсменам будет интересно услышать от вас, которые уже там и с мэром, да, с акимом города была на приеме, встречалась, и в Бахмурде с президентом, и с влиятельными бизнесменами, вот, там, с президентом Федерации бокса на приеме. То есть сегодня, ну, наверняка по-особенному вы вспоминаете вот этот прием в Бахмурде, да? Глава государства, президент. Это, да, ну, всегда такой, ну, с детства президент даже особый человек, особенно Конечно. для нас, для детей. И когда вы уже вот достигли такого статуса, когда стоите рядом с президентом, что чувствует человек, стоя рядом с президентом целой страны? Это признание очень глубокое и очень, знаете, такое чувственное признание, потому что ты понимаешь, что тебя как спортсмена признали на государственном уровне, то, что тебе вручает похвальную грамоту, к тебе обращается президент страны. То есть ты понимаешь, что ты действительно защищал свою родину, свою страну на мировой арене, и это признали на государственном уровне. Когда мы готовились к приему, все спортсмены очень сильно волновались, кроме Назым, потому что Назым уже не впервые приходит к президенту на прием. Но все тренера, чувствовалось вот это, конечно, вот, смущение, немного растерянность у кого-то. Я сама скажу, волнение у меня тоже проявлялось, потому что не каждый день ходишь к президенту на прием. Мы так все щепетильно готовились к выходу. Нам прям показывали, как мы будем проходить к президенту, как мы будем с ним здороваться за руку, как можно, как нельзя. И Мелочей репетиции не было. ну да, нет, вы знаете, все доходило до того, что нам объясняли, как надо держать за руку, когда нужно отпускать, когда не нужно отпускать. Настолько было, то есть все очень щепетильно проводили. И когда уже непосредственно мы выходили к президенту, это, конечно, было нечто, потому что одно дело, когда ты смотришь с телевизора, с телеэкрана, да, на президента, другое вживую, ты видишь человека, и он к тебе обращается. Это большая честь, я считаю. И очень приятно было от президента получить поддержку. Это многого стоит, потому что спортсмены, мы ведь выступаем для того, чтобы защищать свою родину на мировой арене. Мы выступаем за Казахстан. И когда это чтут, когда это поддерживают и признают, да, по достоинству ценят, это очень приятно. То есть ты понимаешь, что ты всю работу проделал не зря, аж дошло до того, что тебя на прием вызвал президент и похвалил за твои достижения, и ты сейчас стоишь, светишься всеми просто лучами солнца от того, что ты сейчас здесь и можешь выразить свою благодарность. И, конечно,
получить признание. Это очень сильно. А вот после приема главы государства, когда вы возвратились домой, в Алматы из Астаны, ну, наверное, в семейном кругу отмечали. Да. Вот что говорили родственники, близкие вам люди, вот именно в контексте встречи с главой государства? Ну, они спрашивали меня, как выглядит президент, как он рост, как лицо, как костюм, все спрашивали. Я Настоящий? Да, настоящий ли он президент? Я говорю, все настоящий, костюм хороший, говорю, это действительно был наш президент. Я говорю, очень-очень приятно была встреча. Ну, родители, конечно, очень рады, что их дочь смогла побывать на приеме президента. Это тоже большая честь. Потом мама всем рассказывала, что вот у меня дочь, она была у президента. Мой тренер распечатал нашу фотографию с президентом, она у меня сейчас дома стоит. То есть, ну, понимаете, да, это, конечно, это очень большая честь побывать там и гордость. Гордость взяла у родителей, гордость за меня, у тренера гордость. Мой тренер тоже сам был на приеме президента. Очень рад тоже был, что побывал на таком мероприятии. И, ну, конечно, создался случай для обсуждения, очень приятный. И я рада, что мы смогли поговорить вот о таком, о приемах, о очень значимых людях. Хотелось бы, чтобы, конечно, таких встреч было побольше. Для этого нужно, засучив рукава, трудиться еще больше? Еще больше трудиться, конечно, если ты хочешь чего-то достичь, чего-то больше хочешь, нужно, соответственно, больше работать. Ну, чтобы еще раз встретиться с президентом, я думаю, нужно хорошенечко подготовиться. И после азиатских игр, если, дай бог, все будет, я считаю, хорошо, мы встретимся еще раз. Дай бог. Виктория, давайте поговорим о ваших делах вне бокса. Что вы любите читать, какую литературу? Я думаю, нашим многочисленным зрителям, нашей аудитории будет интересно узнать Викторию вне бокса. Да, кто же это Вика, если не боксер, да? Я считаю, очень интересный вопрос. И будет очень интересно рассказать, потому что очень редко на интервью интересуются именно, чем же мы занимаемся, если не бокс. Потому что многие считают, что если ты боксер, то кроме бокса ничего больше не умеешь. Только, наверное, свои перчатки оденешь и дерешься, и все на этом. И лупишь грушу, да, больше ничего не умеешь. Хотя я сама, у меня 2 образования. Первое юридическое, я закончила на красный диплом. Какое-то время даже работала юристом. После этого я решила закончить педагогический. Педагогически заканчиваю сейчас магистратуру. И помимо бокса есть очень много интересных увлечений. Я любительница гор. Я люблю хайкинг. Я очень часто, когда приезжаю домой, первым делом стараюсь ходить в горы, потому что для меня это отдельное хобби, которое успокаивает сердце и душу, наверное, вне бокса. Помимо бокса даже, не вне, а помимо бокса. И помимо этого я еще люблю танцевать. Очень много времени уделяю саморазвитию. Касаемо того, что читаю, в основном читаю психологию. Было как-то в интересах закончить психологический факультет по психологии, но пока времени, к сожалению, не нашлось. Но я считаю, в дальнейшем будущем, в ближайшем будущем я это сделаю. Читаю психологию спортсменов, потому что если человек сам себе не поможет, я считаю, в этом деле, то тяжело. Конечно, очень хорошо, что есть специалисты, которые помогают, да, как-то ведут психологи. Но мне кажется, каждый спортсмен должен сам для себя какие-то нюансы, аспекты знать, хотя бы маленькие, чтобы уметь себя вовремя успокоить, вовремя настроить. И элементарно отвлечься, да, хотя бы как минимум. Это все нужно, я считаю, читать, и только книга «Лучший друг» и помощник в этом деле. Не какие-то, знаете, в соцсетях, там, в пабликах, цитаты и тому подобное. Такое, конечно, можно, я не противница, но тем не менее считаю, что лучше получать информацию из более точных источников. А я считаю, это книги. Книги нужно читать, это развитие для всего мозга своего, потому что боксеры, как многие знают, страдают от частых попадений по голове и в свою голову, да даже не боксеры, все люди должны развивать, я считаю, свои мыслительные навыки.
И читать — это одна из очень, я считаю, нужных привычек. Хотя бы в день по несколько страниц какой-либо литературы, интересной, приятной для себя, я считаю, человек должен прочитывать. Лично я выбираю сейчас психологию на данный момент. Ту психологию, которую я читаю, многие могут не понять, потому что там и про взаимоотношения, и про разум чемпионов, и про внутренние какие-либо свои интриги. В общем, всякое разное можем читать. Дел помимо бокса море. То есть бокс просто он сейчас на лидирующей ступени стоит, а тем не менее, если не бокс, то я считаю, что можно и в других сферах развиться, посмотреть там, посмотреть тут. Это знаете, как вот Арнольд Шварценеггер, он начинал свой путь с бодибилдерства, был бодибилдером, он потом очень больших успехов достиг там, ушел в актерское мастерство, стал хорошим актером, как мы знаем. После этого он решил стать президентом штата. То есть человека ничего не останавливает. Достигает каких-то успехов в одном деле. Он говорил это. Я не считаю нужным оставаться где-то, зацикливаться на чем-то одном. Когда добился успеха в одном, я хочу пробовать что-то другое, добиваться успеха там. Я считаю такую позицию выигрышной. Действительно, когда в чем-то останавливаешься на чем-то, ты не должен только вот узко направленно, да, смотреть, ты должен как-то более многогранно относиться ко всему. И человек, который очень развит многосторонне, я считаю, у него есть больше перспектив даже в том, в чем он занимается сейчас. Поэтому боксеры, не думайте, что боксеры очень глупые люди, мы на самом-то деле очень многоразвитые. Боксеры самые умные. Никто не может пропустить удар. Никто не может. Да, если человек, если, как говорится, если боксер пропускает удар, это плохой боксер. Хороший боксер, умный боксер, он не пропускает. Поэтому это тоже момент, мне кажется, он устарел о том, что вот мы все пробиты и тому подобное. Так-то, если посмотреть на большинство спортсменов, я сейчас много, потому что у меня круг в основном это спортсмены, естественно, люди очень интересные, очень многоразвитые, все занимаются чем-то, интересуются, есть о чем поговорить, не только о спорте касаемо. Ну и, соответственно, у нас тоже свои интересы, свои взгляды на это. И как вот спортсмен могу посоветовать читать. Читать это очень полезно, очень интересно. В свободное время на сборах читаю и другим советую. И, конечно, заниматься какими-то любыми хобби, которые приносят удовольствие. Потому что рекреация — это тоже дело такое. Оно помогает результатам становиться еще приятнее. От того, что человек постоянно, знаете, на одном зациклен, ничего хорошего обычно от этого не бывает. Вот считаю то, что он так. Вот изучая психологию, насколько вам близко, вот вы как спортсмен чувствуете, что вам необходим психолог, поделиться, послушать советы? Насколько вот психолог важен в спорте высших достижений? Вот именно с позиции лидера команды. Женского бокса, да? Я скажу так, очень важный, потому что мы женщины. Это еще, видите, нюанс такой, что женский и мужской бокс, он может отличаться. Хотя, мне кажется, и в мужской сборной тоже должен быть психолог. Ибо человек — это такое социальное существо, которое очень нуждается в поддержке, в каких-то, скажем так, психологической помощи при... Вот случился, да, проигрыш, и человек не может с ним справиться. В таких стрессовых ситуациях, я считаю, нужен человек, именно не просто человек, а специалист, который сможет правильно направить в нужное русло данную депрессию. Да, допустим, сейчас человек находится в депрессии, вот он печаль, грусть, и чтобы не усугубить его состояние, должен быть специалист, который поможет это все направить в правильное русло, чтобы человек в дальнейшем смог и дальше показывать результат. Потому что спортсмен, это, видите, это же такой пластилин. То есть это не просто, как сказать, рядовой, да, человек, рабочий, даже непосредственно и там нужны специалисты. А мы такие люди, из которых делают чемпионов, которые лидеры страны. Это большая ответственность, с которой не все справляются, тем более женщины.
И у нас в спорте высших достижений, я считаю, что психолог тоже должен играть большую роль. И сам спортсмен должен уметь разбираться со своими внутренними проблемами, как и специалист должен помогать подводить человека к каким-то турнирам важным, или же помогать разбирать его ситуацию в данный нынешний момент, чтобы в дальнейшем он мог дальше радовать страну, приносить, быть результативным. Это очень тонкий момент, который даже у нас сейчас сборная его разбирает, потому что найти специалиста хорошего очень тяжело сейчас в наше время, вы сами знаете, да. И хотелось бы, чтобы и у нас в дальнейшем в сборной появился специалист, психолог, который мог бы нам дальше помогать с какими-то справляться с нюансами или, наоборот, подготавливаться к большим стартам. Это было бы очень важно, я считаю, для любого спортсмена. А вы за свою карьеру встречали вообще такого специалиста, действительно, которого вы могли бы назвать психолог с большой буквы, действительно, с кем можно было поделиться, рассказать, душу выложить, да, и который бы действительно помог бы? Действительно, это такая тонкая грань, да? Очень тонкая грань. У нас был хороший психолог в сборной, но я, к сожалению, не смогла с ним так долго пообщаться, потому что когда я уже начала показывать результат, она, к сожалению, ушла с поста со своего психолога, но она какое-то время меня еще очень долго поддерживала, постоянно писала мне. Ну, как именно с психологом я не смогла с ним как можно дольше пообщаться, чтобы понять действительно. Молли — это психолог. К сожалению, в сборной у нас пока нет такого специалиста. По жизни я обращалась к разным психологам. Ну, и, конечно, могу сказать, что очень тяжело найти специалиста, действительно, который тебя понимает, который именно понимает спорт. Это нужно искать спортивного психолога, таких еще меньше, их можно по пальцам пересчитать. Поэтому очень жаль, что сейчас не могу прям, знаете, так ярко сказать, вот, такой-то, такой-то специалист мне так-то, так-то помог. Наверное, я сама в какой-то степени для себя психолог сейчас на данный момент. Или же мои подружки, вот взять также всех близких подруг сборной, и мы вот друг другу сидим, о своих переживаниях говорим, в какой-то степени нас это спасает. Ну, какую-то оценку практическую дать мы друг другу не можем, потому что не специалисты. Но, тем не менее, конечно, было бы... Поддержка ощущается, самое главное. Да, главная поддержка есть. Так мы справляемся все эти времена тяжелые, да, вот, допустим, прошлое выступление, когда ты проигрываешь, допустим, в финале на чемпионате мира, тоже сказывается, допустим. И, конечно, после такого пережить проигрыш на турнире не таком мировом масштабном, ты его переживаешь уже легче. Все постепенно готовится, и ты уже крепчаешь со временем, понимаешь, что дальше только ты, только твои старания, усилия, работа, только это помогает. Виктория, вы довольно молодой спортсмен, карьера ваша еще впереди, но тем не менее какие-то мысли, может, приходили, что после окончания карьеры? Административная работа, возможно, и тренерская. Смогли бы работать тренером? Вот сегодня вы видите, для вас нет секрета, можно сказать, в тренерской работе, да? Есть и представительницы прекрасного пола, которые сегодня трудятся на тренерской деятельности, и есть административная деятельность. Да. Вы больше какой тяготеете? Честно, не буду врать душой, наверное, не там, не там. Я работала уже тренером 4 года до того, как я попала в сборную. Я помогала своему тренеру, и потом удачно устроилась сама на работу. Тоже знаю всю эту, как говорится, кухню изнутри. Потому что и воспитывала тоже ребят. На моей совести было воспитано 4 кандидата в мастера спорта. Очень хорошие ребята, которые меня до сих пор поддерживают, очень близкие моему сердцу. Поэтому, это очень тяжелая работа, я скажу так. Я сама, как говорится, на себе проверила и поняла, что тренерская работа, она очень в какой-то степени неблагодарная, в какой-то степени тяжелая, и в какой-то степени, конечно, очень радостная и приятная, потому что я поняла, у меня было столько учеников за 4 года, и не всех
не всех я сделала чемпионов, но зато из всех я сделала людей. Потому что мне до сих пор приходят и говорят: вот, Виктория Павловна, спасибо вам большое, вы нам привили любовь к этому. Потому что спорт — это дисциплина, и она в дальнейшем помогает по жизни. И мне, честно, оказывается, помощь обществу, людям, она настолько приятная. Все-таки, когда человек делает что-то для, вот как мы делаем, да, побеждаем для страны. И когда я работала, чтобы дети больше увлекались боксом, и мне приходили и говорили: спасибо вам, это, оказывается, очень многого стоит. Потому что ты понимаешь, что ты, оказывается, делаешь все это не зря. И человек через столько-то лет скажет: вот была у меня тренер Виктория Павловна, она мне в какой-то момент наставила на путь, и благодаря вот тому-то я сейчас здесь, потому что я собрался, как она сказала, стал сильным и смог чего-то достичь. Это тоже не писать словами. Когда ты вносишь большой вклад в развитие общества, это тоже очень сильные чувства. Это отношения это самое дорогое, наверное, что есть. Помимо там меркантильных каких-то там материальных Да, ценностей. материальных ценностей. Все-таки вот эти, знаете, духовные ценности, они намного выше и намного приятнее, когда получаешь потом после них ответ. Это невероятное ощущение, чувство. И хотелось, ну, знаете, наверное, видно будет, как жизнь сложится дальше. Кто знает, может быть, и действительно в тренерство подамся еще раз, если у меня все-таки желание вдруг появится. Никто не может знать наперед. Может быть, и действительно получится пойти в администрацию, да, там, допустим, куда-то, чтобы влиять в дальнейшем на спорт, помогать развитию спорта в нашем городе, в нашей стране. Хотелось бы, конечно, и в этой отрасли, да, продолжить работать. А может быть, вообще будет какая-то отвлеченная работа, совершенно уже не спортивная, и какой-нибудь там свой бизнес, и уже развитие, может, в гору буду ходить, стану гидом, я не знаю. Насколько мне становится ясно из вашего ответа, прежде чем думать о будущем, нужно воплотить цели и задачи, которые стоят сегодня и сейчас. Вы правы. Можно, конечно, думать, мечтать, планировать, но когда у тебя большая цель перед глазами, очень тяжело отвлекаться. То есть это же все равно отвлечение. Ты думаешь: вот-вот, а что будет, когда я бокс закончу? Вот-вот, что будет? А когда ты видишь цель, Олимпиада, золото, ты идешь к ней, и пока тебя не волнует ничего. Как будет результат, там уже можно будет смотреть. В прошлом году на 2 чемпионатах мира от АИБа и World Boxing на обоих турнирах вы дошли до медальной зоны. От АИБа на чемпионате мира в нише сербском выступили россиянки, а в Ливерпуле мои бразильянки. Вот, по уровню мастерству, кто выше? Спортсменка из России или Бразилии? С кем вам было сложнее? Ой, ну не кривя душой скажу, не было сложнее ни с одной, ни с другой, потому что были бои, допустим, на том же Ливерпуле, да, первый бой мой с девочкой из Косово, он был очень тяжелый для меня, и девочка была, она, кстати, выиграла сейчас между ними прошел бой в Болгарии, девочка с Косово и вот бразильянка, и девочка с Косово выиграла все-таки бразильянку в финале. И с этой девочкой из Косово у меня был первый бой в Ливерпуле. И он, по ощущениям, был намного сложнее, нежели мой бой полуфинальный с бразильянкой, который я... Ну, мы можем, спортсмены, знаете, сами считать, но лично я считаю, что я бой тогда не проиграла, хоть мне руку и не подняли, да. Но по ощущениям, сравнивая, бой до бразильянки я провела 3 боя, с ней был 4-й. Эти 3 боя были тяжелые, очень тяжелые, нежели когда я боксировала с ней. Может быть, психологически я так настроилась. Взять Болгарию также с турчанкой бой был тяжелее, нежели у меня с бразильянкой снова же, но почему-то бои уходят. Судя по всему, какой-то анализ нужно провести, потому что я не понимаю, почему у меня такой... А сама как соперник, она очень неудобный соперник, потому что у них какая-то своя школа. Ну, вы понимаете, европейская школа бокса, они не работают, у нас советская больше, у меня советская школа бокса. У них какая-то своя неестественная, и может быть просто от необычности,
какой-то, знаете, Грязный стиль, да? ну, грязный Силовой. стиль, да. Человек не боксирует, у нас еще разница в росте, и получается, что мы полбоя боремся, потому что она до меня достать не может. И вот что-то такое, знаете, неудобное, больше скажу. Она неудобная, но не скажу, что прям тяжелая. Взять мой бой в Нише, в Сербии, финальный бой, я просто психологически не выдержала, потому что сразу же, получается, мой чемпионат Азии. После чемпионата Азии я сразу отбираюсь на чемпионат мира. Первый чемпионат мира за год. Я второй год только в сборной, юный спортсмен. Я просто психологически не потянула такую нагрузку. То есть в финале, я в полуфинале отдаю всю себя на бой с сербкой, потому что эта сербка очень претензионная, Наталья Шадрина, она уже боксирует, уже, знаете, 100 лет в обед. Я еще когда в бокс не пришла, уже не слышала. То есть очень опытная спортсменка, тем более сербка. То есть у себя дома, полуфинал. А для меня важно было выйти в финал, важно было выиграть чемпионат мира. И я все отдала на этот бой, все свои силы, что меня просто не хватило на финал. Как бы грустно это ни звучало, да, я выложилась на все 120%, даже на 220% с сербкой, и мне не хватило просто на россиянку. А с россиянкой тоже был интересный случай. Я вообще, честно говоря, не думала, что она дойдет до финала, потому что мы проводили с ними подготовительные сборы перед чемпионатом мира. И с ней мы... То есть для меня тоже соперница была, не скажу, что из самых тяжелых. По ее сетке, причем проходили еще такие серьезные спортсменки из Азии. Там была китаянка, там японка были, то есть кореянка, там такие... А мы знаем, что азиаты вообще, по идее, если брать статистику, они сильнее, чем европейцы. Я не думала, что она дойдет, но каким-то, видать, велением всего, я не знаю, всех поддержкой, когда она дошла до финала, я еще шутила, а мы с ними тоже хорошо общаемся, я говорю, ну ничего, с вами в финале встретимся, я говорю. Это было где-то в четвертьфиналах. Я смеюсь, вот будет смешно, говорю, когда мы с вами оба до финала дойдем, и там будем решать, кто сильнее. Вот взяла и накаркала. В концовке мы встретились не в финале, я еще и проиграла потом. Ну, вообще было. Ну, там тоже бой такой был, я боксировала, садилась в угол, и бой не уходил мне. Хотя я держала девочку на расстоянии, полностью работала по указке тренеров. В принципе, мы сами не понимали, почему бой уходит все время туда. Второй раунд сел, тоже бой ушел туда, и я уже психологически я подломалась. Третий раунд, скажу, я честно проиграла, потому что там уже я и боксировать не могла, потому что, судя по всему, психологически я уже совсем меня задавили, тем более я 2 раунда отдала, я уже понимала, то, что только если она умрет на ринге, я выиграю, а другим способом я уже вижу то, что она выигрывает. Все, таким образом закончилось мое выступление на чемпионате мира, но тем не менее мне это дало хороший запал, чтобы я в дальнейшем вот хорошо начала выступать на следующих турнирах. Я хорошо выступила на Кубке мира, я хорошо выступила на Кубке в Таиланде, там провела хорошие бои с первыми номерами азиатских стран, там была китаянка у меня в финале, которые будут представлять Китай на азиатских играх, на чемпионатах мира. То есть это очень серьезные спортсмены были, которых мы обошли после вот этого турнира. Любой проигрыш он дает хороший толчок, 2 шага назад и очень много шагов вперед сразу же дает такой проигрыш. Может быть, на тот момент тоже нужно было так. Касаемо чемпионата мира в Ливерпуле, тоже говорит, можно я там, к сожалению, не смогла уследить за своим здоровьем. Перед турниром я сильно заболела и получала лечение, меня кололи антибиотиками. Антибиотики очень сильно сказываются на выносливости спортсмена. И при всем при этом я считаю, что достойно выступала до полуфинала. И кто бы что ни говорил, конечно, надо признавать свои проигрыши, но именно полуфинальный бой свой в Ливерпуле я не считаю проигранным. Я сколько раз его не пересматривала. Конечно, получила там и нагоняя от Геннадия Головкина. Геннадий Геннадьевич со мной потом, конечно, тоже беседу провел, но я не скажу, что он прям был возмущен моим боем. Пожалуйста. Да. Ну, я так скажу, что он тоже не понял, почему бой ушел. Но, тем не менее,
Он-то как никто другой прекрасно знает, почему Рио будет. Тем не менее, да, он же все-таки во всей этой каше варится. Мне дал наставления, которых я приняла для себя, и, конечно, в дальнейшем дальше работать буду над ними. Поняла очень многое. И было приятно, что, конечно, человек, знаете, одно дело, когда нам дают советы люди, которые далеки от спорта, не понимают, что это, как трудно готовиться, от того, что ты там сегодня выиграл, завтра проиграл, они не понимают этого. Дежурные слова, вот поддержка. Да, вот сегодня тебя поддержали, это молодец, завтра ты проиграл, тебя еще и метлой погонят, скажут, какой ты плохой вообще, зачем ты боксируешь. То есть люди это люди такие в моменте, а когда тебя поддерживают люди, которые уже не первый год сами знают, что такое бокс, они живут, они понимают, что такое победа, что такое проигрыши. Геннадий Геннадьевич на Олимпиаде стал вторым. То есть человек прям знает, что значит, где проиграть, где выиграть. И когда от него слышишь слова поддержки, какие-либо слова, анализ, да, даже критику от подобного человека, она ощущается не так ярко, потому что ты ее принимаешь, чем, допустим, критика со стороны людей, не понимающих, которые говорят... Это восприятие, да? То есть человек-дилетант, когда говорит, ты профессионал, естественно, воспринимаешь, когда восприятие проходит специалиста, профессионала. Конечно, ты уже понимаешь, да, к этим словам нужно прислушаться, ибо человек не с улицы пришел, он сам знает, сам боксировал, и сейчас тоже такая выпадает честь поговорить с ним, чтобы он тебе дал совет. Значит, ты чего-то стоишь, значит, ты можешь это исправить. Я считаю, что это тоже очень сильный момент, и нет у человека предела, надо стараться дальше работать, боксировать, если мы уже выбрали этот путь, а путь, который ты выбираешь, он должен к чему-то приводить, и тем более, если ты его любишь, и ты горишь мечтой, желанием, я думаю, к чему-то это приведет. И это не последние чемпионаты мира. Ну, на чемпионатах мира вы уже участвовали, вы уже просмотрели, что это такое, с чем его едят, как там боксировать, как там вырывать победы, как там нужно... Энергетика страшная. Вы знаете, у нас на Кубке мира была энергетика также страшная, когда у нас в Астане проводил Казахстан Кубок мира. Это было нечто просто, честно сказать. Может быть, даже вот поддержка народа, она такую силу дает. У меня финальный бой с этой же бразильянкой проходил. Я первый бой вообще проигрывала, первый раунд я проиграла, а второй раунд мне сказали собраться, я выиграла, и третий раунд я выиграла ее вообще нокдауном. Она в концовке упала от моего удара, и это было просто неистово, когда полностью арена вся была забита, как на Олимпиаде, знаете, такое чудо, что я первый раз видела такую арену полностью в поддержке. Это не передать словами, страшная энергетика, которая тебя прям подталкивает. И, конечно, ты понимаешь, что возможно... что силы уже нет, да, а здесь... А когда тебя поддерживают, вот представляете, и собраться помогло. Я даже не знаю, что на этот счет сказать. Может быть, в тот момент действительно на мире мне не хватило, может быть, с моей поддержки, если бы, наверное, прям столько же людей было бы, поддерживало, может быть, был другой исход. Но я очень рада вообще своей родине, своей стране, своему народу, потому что, тем не менее, меня всегда поддерживают, я очень этому рада, то, что люди понимают, все равно многие понимают, может быть, есть какая-то эмпатия в мою сторону, и ты можешь где-то открыть комментарий, много поддержки получаешь, и ты не опускаешь руки, потому что видишь, что в тебя верят, на тебя надеются, ты хочешь работать дальше. Не зря столько сил и средств потрачено. Да, да. Ты понимаешь, что можешь это все оправдать, любую поддержку, любую надежду, и это внушает силы, желание работать дальше. Виктория, спасибо, что посетили нашу студию, очень подробно рассказали о своем тернистом, непростом пути, но этот путь обязательно, как вы сами и подчеркнули, приведет к той цели, которую вы перед собой поставили. А это мы надеемся и верим, что это Лос-Анджелес 2028. Да, Буйруса, мы уже с вами сделаем интервью после того, как я стану олимпийской чемпионкой. Да, возможно, еще может и раньше. До этого еще сделаем, еще есть очень азиатские игры, да. Азиатские игры, поэтому мы очень за вас переживаем, так же, как и за всю нашу
национальную команду, за всех, без исключения спортсменов, будь то даже бадминтон, да, когда вы увлекаетесь бадминтоном, если мы видим флаг Казахстана и наш, Это наш. то мы сразу переключаемся и начинаем болеть. Ну а бокс, тем паче, это вид спорта, который на протяжении многих лет прославляет нашу страну, очень любим нашими соотечественниками. Конечно. Поэтому, уважаемые друзья, вы были на YouTube-канале Кендала ТВ. Мы попросим Викторию поздравить всю прекрасную половину человечества с великолепным, прекрасным праздником 8 марта и будем прощаться. Да, хочу воспользоваться случаем, моментом, поздравить всех женщин с этим прекрасным днем 8 марта, с нашим женским днем, пожелать всего самого лучшего, здоровья, главного мирного неба над головой. И несмотря на то, что мы проходим очень тяжелый путь, любая женщина — это воин, но тем не менее мы все женщины, поэтому с 8 марта, дорогие женщины. Аман сау болыңыздар, вы были на YouTube-канале Кендала ТВ и до новых встреч, друзья. Подписывайтесь.